demli kumnelga. Ey ağaçları, sayrı sandık ağaçları. Sayrı 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 sağındıra başlar. Они могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно встречают смерть, берегут школы, чтут религию, умеют трудиться и наживать богатство, наряжаться и веселиться. Так, великий мыслитель Абай Кунанбаев охарактеризовал народ, о котором мы расскажем в сегодняшней программе «100 народов Казахстана». Современные татары – волгоуральские, крымские, литовские, сибирские – исторически сложились как многокорневой и многокомпонентный суперэтнос. Имя Тата, татары, пришло на заре Средневековья из Дальнего Китая, где этим именем называлось одно из монгольских племен. Верно или нет, что тата находились в авангарде победоносных туменов великого завоевателя Чингисхана. Но после завоевания мусульманского мира татарами стали называться всепокоренные и слившиеся в государство Золотой Орды тюркоязычные племена к востоку от Руси. Древняя Русь после своего поражения от племен Великой Степи тоже стала называться в западных летописях Татарией. Археологические памятники, подкрепленные свидетельствами письменных источников, в настоящее время позволяют говорить о существовании в древности и средневековье относительно высокоразвитой, огромной по территории цивилизации, условно названной Львом Гумилевым, Великая Степь. Наследие Великой Степи в настоящее время по праву принадлежит всем современным тюркским народам, включая татар. Откуда мы произошли, что мы собой представляем? Мы не всегда назывались татарами. В те далекие времена, в начале первого тысячелетия, в конце до начала тысячелетия две группы татары, белые татары, черные татары, так их в Китае называли, жили где-то в районе Восточной Монголии. По данным книги Равиля Бухарбаева «Казань», правда истории в том, что народ, носящий теперь имя казанские татары, жил на своей земле в междуречии Волги и Камы гораздо раньше нашествия Чингисхана и вовсе не являются народом-пришельцем. Живущие там финские племена называют их не татарами, а по-прежнему болгарами. Татары же себя никогда не называли этим именем. Наоборот, казанские татары это название считали обидной кличкой. Сами казанские татары всегда берегли в памяти свое истинное историческое самоназвание «Волжские булгары». В те далекие времена, еще в IV веке, когда гунны двинулись на запад, было большое переселение народов, собственно, переселение народов отсюда считается. В составе этой гунской империи, так ее назовем, были и племена татар, часть из которых двинулась в Европу вместе с Атиллой, а часть осталась на территории современного Татарстана, на Волге. Еще в 550 году нашей эры готский историк Йордан писал о тюркских племенах болгар, живущих в Северном Причерноморье. Сильное государство причерноморских болгар устояло в войнах с Византией, но пало под напором хазар. От потомков этих пустившихся в странстве по Европе племен произошли народы дунайских булгар, волжских серебряных булгар, а также кавказские племена балкарцев, кумыков и карачаевцев. Основатели современной Болгарии, сегодняшнего Татарстана и соседней с ним Чувашии были в V-VII веках одним и тем же народом. Если дунайские болгары, приняв христианство, вскоре утратили свое тюркское своеобразие, сохранив, тем не менее, древнее имя своей страны, то казанские татары сохранили все, кроме имени. Великая Булгария раннего Средневековья, наследниками которой стали в ходе истории Казанское ханство и современный Татарстан, была могучим и развитым государством, торговавшим со всем известным миром. Булгарские кожаные изделия и меха поступали не только в страны Востока, но и в Литву, Польшу и в Италию. Наша государственность была еще в VII-VIII веке нашей эры. 1200-1300 лет государственность татары имеют.
Потом это была Великая Булгария, Волжская Булгария. Когда Волжская Булгария была разгромлена Батыханом, Субэдэй-Богатуром, Джебен-Ойоном, это полководцы Чингисхана, Булгария вошла в состав государства, впоследствии названной Золотой Ордой. Она называлась Золотая Орда, Дешты Кыпчак, Улус-Джучи, вот такие названия имел. Но это было одно государство. И Булгария, так же как Московия, так же как многие русские княжества, вошли в состав Золотой Орды. Тогда в состав Золотой Орды вошли и казахские племена, не называясь казахами. Те же аргыны, те же алшины, те же черкеши, те же найманы, те же жалаиры, те же киреи. Все они вошли в состав Золотой Орды. И вот в составе Золотой Орды мы находились все вместе. Язык у нас был общий. Литературный язык вообще он один общий у нас. Обряды и обычаи наши очень и очень похожие, а зачастую общие. Когда уже религию принимали, Великая Булгария религию приняла 1100 лет тому назад, в 922 году. Казанский хан Алмуш, татарский хан Алмуш, пригласил из багдадского халифата мусульманских миссионеров и приняли государственную религию. Предки казанских татар первыми в Европе начали плавить высококачественный чугун. В булгарских городах в междуречии Волги и Камы развивались черная металлургия, гончарное, ювелирное и кожевное дело. В Центральной Азии и в Иране лучшая кожа и кожаная обувь часто называются с тех пор булгарским. Государство Булгар было окончательно разрушено в 1415 году. И Казань с 1436 года становится столицей Казанского ханства. Казанское ханство просуществовало до 1552 года, когда Иван Грозный завоевал Казань. Казанское ханство как таковое не было ликвидировано, а вошло в состав Московии. Москва имела протекторат над этим ханством. Казанским ханством назывались мы до Петра I. Когда Петр I производил губернизацию всей России, тогда Казанское ханство было разделено на 3 губернии. Казанскую губернию, Уфимскую губернию, в дальнейшем Оренбург. Оренбург несколько позже Петра. Ну, та часть оставалась. Вот. Затем с приходом советской власти татары никогда не теряли государственности, никогда идею государственности они не теряли, хотя власть-то теряли. Это гимн молодой республики Татарстан. Государство с 4-миллионным населением имеет все атрибуты самостоятельной страны – флаг, герб и президента, но считается автономией Российской Федерации. Народ этой страны уже дважды избирал своим президентом яркого политика Минтимира Шаймиева, который не раз бывал в Казахстане и навещал своих соотечественников. Вместе с тем, Минтимир Шаймиев с радушием встречает гостей из Казахстана и выкраивает время для беседы. Гостем и собеседником на одной из таких встреч был президент телерадиокомпании «31 канал» Арманжан Байтасов. Этот вопрос скорее не о политике, а о культурных связях. Ваш взгляд на тему татарских диаспор и в целом, и в частности в Казахстане. Какие у вас налаживаются контакты, как вы с ними работаете? Во-первых, я пользуюсь этой возможностью беседы с вами. Хочу поблагодарить Нурсултана Абишевича, президента народов Казахстана, за понимание и поддержку. Мы неоднократно встречались, с ним побывали
у татар в гостях, которые живут в Алмате, а потом и в Астане уже. Самые добрые отношения. И я должен сказать, что созданы все условия. Поэтому связь мы поддерживаем очень тесную. У нас и руководитель там нашего национально-культурного общества, человек очень деятельный, ученый большой, Каримов. Мы благодарны и стараемся всесторонне, вот какие духовные запросы, иные появляются, поддерживать и помочь. У нас по Казахстану таких проблем нет, кроме как слова благодарности. Я считаю, что нам самим еще надо как следует поработать над всем этим. И я благодарен президенту Казахстана за понимание происходящих в Татарстане процессов, ну и за добрые личные отношения, я бы сказал. Сегодня Республика Татарстан в 18 странах мира открыла свои полномочные представительства. Одно из них работает у нас, в Казахстане. Руководит этим органом коренной житель Казахстана Мурат Абдулхаевич Каримов. У нас сейчас где-то осталось, судя вот по официальным данным, где-то 270-280 тысяч татар в Казахстане. Фактически больше, заметно больше. Татары отсюда не уезжают. Уезжают только отдельные, те, которые пришли сюда позже. А коренные татары, аборигены, как мы себя называем, они здесь родились. Это их родина, это их земля. Они здесь родились. У них несколько поколений здесь. Есть, например, у меня приятель, друг, который считает, что у него 15 поколений лежит здесь. Он всех их 15 дедов своих знает, и могилы их он их знает. Принято считать, что татары появились в Казахстане на заре казахской государственности в качестве исламских миссионеров. Конечно, это только поверхностное объяснение. Татарское богатое сословие царского еще Казахстана занималось и торговлей, в том числе с Китаем и с другими государствами. Татарская и казахская знать развивала особый дух степи, положив голову сословию интеллигенции. Мы с казахами никогда не были не родными. Мы два родных. Я давал как-то одну статью, там я написал: мы являемся двумя струнами одной дамбры. Бір домбыраның екі шегі біз. Недавно, когда я делал презентацию вот нашего полномочного представительства, китайский посол спросил у меня: как вы получили такое хорошее издание? Я сказал: мы же родные, мы же братья с казахами. А он говорит: а мы тоже братья. А я говорю: вы двоюродные братья, а мы родные братья. Поэтому мы с казахами всю жизнь в братстве, в дружбе живем. У нас очень много смешанных семей. Казалу, казберу. То есть дочерей за казах выдаем, казах берем. Вот такое взаимосвязь семейная. Брачуются люди двух национальностей. Эти сапоги имеют очень древнюю историю. Асие Гириевне Минивалиевой они достались от бабушки. Сделаны эти сапоги из булгарской кожи, которая славилась в прошлые столетия в странах Центральной Азии и в Иране. По словам Асии Гириевны, она с большим трепетом относится к национальным традициям и обычаям. Любит носить национальный костюм. С детства родители Асию Гириевну учили ее родному языку, учили доброте и уважению к старшим. Нужно делать добро людям. Добро и быть внимательным друг к другу. Это самое основное. Добро, значит, родителям. У меня еще мама жива. Родителям очень доброе отношение должно быть. Затем детям. У меня единственная дочка. Детям нужно обязательно относиться хорошо, с добрыми намерениями. И вообще людям. Вот в ассоциации, значит, я уже вот в течение 15 лет хожу. Мы, значит, начинали от татарского культурного центра, теперь мы уже ассоциация
татаро-башкирского центра. Вот здесь вот я нахожусь как хозяйка этого дома. У Асии Гириевны, можно сказать, самая многонациональная семья. Среди внуков есть казахи, немцы и русские. Всем им она рассказывает татарские сказки, готовит им татарские блюда. Самое главное для нее, чтобы внуки знали, кто их предки и откуда они появились. А внуки, в свою очередь, с большим интересом изучают историю татарского народа. Один молодой человек пришел, лет 18, и говорит, я хочу научиться татарскому языку. Я ему дала вот в библиотеке нашу книгу. Я говорю, вот возьми временно, почитай, там с переводом сразу на русский. Я говорю, вот придешь, вот он пришел и говорит, вы знаете, я много кое-чему научился, для себя переписал. Вот это же прекрасно, что стали они возвращаться к своему языку, своим традициям. Традиций у нас очень много. В татарском культурном центре собираются не только дети, но и взрослые. Здесь они обсуждают общие проблемы, отмечают национальные праздники. Но самый большой праздник, куда татары Казахстана приходят ежегодно и в обязательном порядке, это Сабантуй. Если русских нельзя представить без масленицы, украинцев без купальных обрядов, то татар нельзя представить без Сабантуя, праздника весеннего обновления природы, корнями уходящего вглубь веков. Сабантуй, не затерявший в пучине времени, донесший свой аромат краски до наших дней, ежегодно отмечается в июне, после завершения сева. Сабантуй символизирует преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг своего Майдана людей всех возрастов и профессий, наций и верований. Сабантуй – это эхо веков. Это бесценное народное достояние, накопленное многими поколениями и обогащенное в ходе своего развития новым содержанием. Праздник издревле организуется и режиссируется аксакалами, хранителями народных традиций, которые переходят от поколения к поколению. Не меняется даже традиционный порядок очередности отдельных видов выступлений. Tatar bayramları, uduf adatları, onun ahlak ham namusu, konakçılığa Kürtlerge mağlum. Çünkü Tatar dünyası, Tatar konu şekilli bitkin. Sabantoyu bizden ata babalarımızdan, milli tarihimizden asırlar boyu üzülmüş gelgen en yemli, en güzel, en künüllü, hem keng kulaşlı bayramlarımızdan birisi. По народному обычаю подготовка к празднику начиналась за несколько недель до назначенного дня. Аксакалы определяли место и время проведения Сабантуя. Местом проведения Сабантуя обычно избирался луг, ровное поле или поляна в лесу, как правило, неподалеку от воды. И сегодня, несмотря на то, что многие города и районные центры имеют прекрасно оборудованные стадионы и парки, Сабантуй, как правило, проводится на лоне природы, у речек и лесных массивов. Непременным атрибутом главного национального татарского праздника являются конные скачки и татарский куреш. Это татарская борьба. Победитель, он же главный батыр Сабантуя, получает приз. Программа Сабантуя, помимо разнообразных номеров физических упражнений, борьба, бег, скачки, народные игры, включала еще ряд разнообразных номеров музыки, пения, плясок и танцев. Описывая характер татар, Иоанн де Плана Карпини, брат ордена минаретов, писал, что татары выносливы и могут день-два голодать, ничего не кушая, и при этом не выражают какого-нибудь нетерпения, но поют, как будто хорошо поели. Национальный праздник татар трудно представить без музыки. Для этого праздника характерно органичное сочетание профессионального и самодеятельного искусства, в котором проявляется и творческая активность народных масс. Таким образом, Сабантуй не только дает достойную общественную оценку людям за их добросовестный труд, но также выявляет и народные таланты. Как полагается, праздник не бывает без подарков и угощения, а татарская кухня богата сладостями.
Добрый вечер. Хочу показать нашу национальную татарскую кухню. У нас более 20 наименований только мычных изделий. Очень большой выбор. Сегодня мы хотим рассказать вам о эшпишмаке. Эшпишмак. Тут нужен фарш. Можно баранину и говяжью. Лук, соль по вкусу, перец. Все это кто как желает. Кто острое, кто-то добавляет перец побольше, кто-то, значит. Я развожу тесто. Тесто, соль, дрожжи и на молоке. Молоко наливаем. Затем сметану, желательно. Сметану ложим. Вот 250 граммовые достаточно. Затем можно масло сливочное. Если нету масла, то можно и на маргарине. Сейчас очень распространенный вот этот маргарин, можно и на маргарине. Затем у нас идет в процессе мука. Мука. И начинаем делать тесто. Можно и не дрожжевое, но сметана и масло обязательно. Тогда будет тесто пышное, хорошее. Желательно молоко, чтобы было теплое. Вообще все, и атмосфера должна, и дома, чтобы было тепло. Тогда тесто, оно и с душой. Главное, что тут надо душу вложить. Если будет настроение еще. Все зависит от того, что как готовишь. Если с хорошим настроением, значит и тесто будет прекрасным. Вот мы сейчас разведем тесто и будем делать наши национальные эшпишмаки. Мы делаем еще вакбалиш. Мы вообще делаем для гостей большие. Вот когда гости собираются у нас, у татар, тогда мы делаем зурбалиш. Считается большое, огромное на листах. Должно быть очень большое, можно с тыквой, можно, это зурбалиш. А мы еще маленькие делаем, такие же круглые. А вот этот эшпишмак, он очень распространенный. Вот так вот мы сейчас доведем ее до такой кондиции, как положено. Когда я все вот она еще не дошла, видите, она все еще впитывает в себе муку. Нужно обязательно, чтобы уже от рук отстала. Когда отойдет от рук, все будет нормально. Тесто раздрожжевое, оно немножко минут 15-20, она должна отлежаться. Мы накрываем тесто. И затем, я еще забыла сказать, что мы в фарш добавляем обязательно картошку. Можно фарш добавить с рисом. Рис отварить. Вот тесто отлежалось. Теперь мы делаем вот одинаковые, желательно, одинаковые кругляшки, чтобы тоже отлежалась она. Но она всегда отлеживается. Раз тесто мягкое, можно и сразу ее делать. Вот раскатываем эшпишмаки наши. Ложим здесь в фарше фарш. Лук. Желательно из баранины. Баранина очень вкусный эшпишмак получается. Желательно из баранины. Она сочнее будет. Вот наши эшпишмаки получились. Вот теперь я смазываю яйцом, чтобы эшпишмаки мои были красивыми. Обязательно нужно смазать. Это специальное, это по-татарски называется канат. Любого, мягкое должно быть тут. Теперь я сейчас засекаю время.
Свечи у нас нагретые. 250. Вот теперь ставим. Вот и готовы наши шпишмаки. Приятного аппетита. Готовьте. Если что, звоните, пожалуйста. Сегодня коренные казахстанские татары с большой любовью рассказывают об истории татарского народа. С трепетом говорят о древнем городе Казань и о молодой республике Татарстан. Этот пример достоин подражания. Как говорил Байрон, кто не любит свою страну, ничего любить не может. На этом у меня все. До свидания, до следующих встреч.